Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Общий тренд на цифровизацию затрагивает в большей или меньшей степени все отрасли экономики, и сфера ЖКХ не исключение. Информационные технологии могут обеспечить высокую безопасность, слаженную работу всех городских служб и, что еще важнее, IT-решения помогают сокращать издержки. Как это происходит в нашем регионе, сегодня расскажет гостья нашей студии Наталья Готовцева, заместитель министра ЖКХ и энергетики Республики Саха-Якутия. Наталья Ильинична, здравствуйте. Добрый день. Давайте поговорим, в общем-то, о самой цифровизации. Как планируется проводить цифровую трансформацию отрасли жилищно-коммунального хозяйства? Добрый день, дорогие телезрители. Надежда. Указом главы утверждена стратегия цифровой трансформации отраслей экономики республики. По части Министерства жилищно-коммунального хозяйства нами определены два основных направления для начала цифровой трансформации отрасли. Первое – это цифровая инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства. Что это даст? На сегодняшний день мониторинг аварий и инцидентов осуществляется муниципальными образованиями. Данная процедура будет выведена на единый сервис. Это, конечно, позволит своевременно уведомлять население и в кратчайшие сроки устранять последствия аварий и инцидентов. Также в этом направлении планируется диспетчеризация и умнизация приборов учета по сети генерация сети потребитель, что тоже позволит без участия человека либо ресурсоснабжающей организации подавать показатели приборов учета для дальнейшего его использования при начислении или расчете себестоимости коммунальных услуг. Второе направление – это модернизация федеральной информационной системы ГИС ЖКХ. Что это даст? Через данную информационную систему население получит возможность проведения и отработки вопросов домоуправления, то есть проведение общих собраний собственников онлайн, решение вопросов по благоустройству своего дома и прилегающей территории, а также упорядочение системы начислений и платежей населения. В этом направлении правительством начат проект «Объединенный платежный документ». То есть я правильно понимаю, объединенный платежный документ, он напрямую касается платежей населения вот за ЖКУ. Можно ли об этом чуть более подробно? Да. Проект инициирован правительством республики. Координатором является первый заместитель председателя правительства Садовников Дмитрий Дмитриевич. Министерство ЖКХ является основным заказчиком проекта. Техническим заказчиком определено Министерство инноваций. В проекте участвуют будущие пользователи сервиса. Это исполнители коммунальных услуг, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, банки и платежные агенты. Что из себя представляет проект? На сегодняшний день начисление жилищно-коммунальных услуг осуществляется полностью автоматизированно. То есть данные начисления осуществляют все крупные поставщики коммунальных услуг в своих системах информационных. Мелкие же объединены у нас в республиканский биллинговый центр, их порядка 166 сегодня, тоже начисляют автоматически в разных сервисах. Проект позволит собрать в одном месте, это позволяет, несомненно, прорывные решения за последние 2 года, которые активно развитие цифровой трансформации, все готовые начисления наша цифровая платформа даст возможность собрать в одном месте и предоставить человеку возможность оплатить его удобным способом за все коммунальные услуги и взносы за капитальный ремонт в одном месте одним платежным документом. Наталья Ильинична, а скажите, пожалуйста, как и где можно будет воспользоваться сервисом «Объединенный платежный документ»? Несомненно, проект является онлайн, то есть интернет-сервисом. То есть где это получается, если есть интернет, в любой точке мира он будет доступен нашему жителю. Как? На сегодняшний день, если вы зарегистрированы на портале государственных услуг республиканском, то этот процесс произойдет автоматический перевод на онлайн-сервис.
будет реализовано мобильное приложение. А если нет, то человеку надо будет зарегистрироваться, создать свой личный кабинет для того, чтобы ввести, допустим, показания приборов учета, задавать вопросы и получать на них ответы. Соответственно, после регистрации по адресу человек получит всю информацию о начисленных коммунальных услугах, включая объемы коммунальных услуг, цену, тарифы, ну и сумму, а также вопросы, допустим, о начислении пени. Все это он может увидеть уже, значит, на портале государственных услуг точно, или же на сайтах платежных агентов, с которыми мы заключим соответствующие соглашения. А что делать вот именно с отдаленными районами? Все-таки цифровизация, но нам известно, что там иногда с интернетом бывают проблемы. Как поступать в такой ситуации? Да, несомненно, право человека выбирать, как ему платить, остается. То есть традиционные кассы или агенты платежные, такие как Почта России, занимающиеся сбором платежей в отдаленных населенных пунктах, они также будут осуществлять свою деятельность, и мы сейчас с ними отрабатываем вопрос доставки именно этим платежным агентам также объединенного платежного документа. То есть там тоже человек сможет получить данный документ. Тогда перейдем к приятной части. Когда же такой продвинутый передовой сервис будет доступен жителям? Да, сервис будет очень удобным. Вот я еще раз хочу остановиться, Надежда, да, что сегодня человек вынужден заходить на отдельные сайты, идти куда-то. Многие не знают осуществления такого удобного способа. И получается, снижается уровень платежей. Когда человеку неудобно, он или забывает, либо недоступен сервис. Сейчас мы начинаем работу прежде всего в городе Якутске. В следующем году, в 2022 году, мы планируем запустить в третьем квартале. Для этого мы должны осуществить все организационные вопросы, провести тестирование продукта, выбрать разработчика, определившись с подходами программного обеспечения, да, сделать сопоставление данных. И только после этого мы должны будем представить населению данный продукт, уже проверенный, внедренный. Это будет третий квартал. В последующем мы будем масштабировать на всю республику проект, прежде всего начиная с западной, южной районов республики. То есть можно сказать, что сейчас запущенный сервис будет что-то вроде пробной версии? Да, пробную версию население не увидит. Оно увидит, я надеюсь, уже окончательный красивый вариант. Мы будем тестировать это на уровне проектного офиса. То есть с пользователями это будет работа с исполнителями коммунальных услуг, и это будет цифровая работа полностью, которая обеспечит именно платформа. Наталья Ильинична, а вот у этого сервиса будет некая обратная связь, с помощью которой пользователи могут связаться напрямую? Да, однозначно. Значит, на интерфейсе, это то, что будет видеть человек, обязательно будет реализован функционал обратной связи. Это можно будет сделать как чат-бот в виде беседы, да, простой, либо по форме, которую мы обязательно разработаем, чтобы человеку было удобно подать заявление или вопрос, а пользователям, исполнителям коммунальных услуг ответить. Он может будет получить этот ответ по его выбору на электронный адрес себе, на личный кабинет, который откроет, либо по телефону, либо по адресу, который он укажет, он должен будет получить ответы на интересующие его вопросы. Повлияет ли весь этот сервис вместе с обратной связью и цифровизацией на предоставление социальных мер поддержки? Да. Социальные меры у нас в республике, объем очень большой, действительно, более 4 миллиардов республиканский бюджет осуществляет социальные выплаты, более 200 тысяч семей получают данную поддержку по оплате жилищно-коммунальных услуг. Несомненно, сервис позволит очень быстро это осуществлять. Каким образом? Система будет автоматически направлять данные по начислению и платежам в сервисы, которые будут начислять саму социальную выплату. То есть это, несомненно, ускорится процесс, обеспечится прозрачность предоставления социальной выплаты,
Ну и при расчете самой социальной выплате тем, кто начисляет, будет очень удобно и быстро. А на какой платформе можно скачать, получить себе на устройство этот самый сервис и потом в дальнейшем им пользоваться? Сервис будет доступен с компьютера, с любого компьютера, где есть интернет. Ну и наша республика лидирующий практически регион, который пользуется, 80% населения очень активно пользуются мобильными приложениями. Основной акцент тоже будет делаться на мобильное приложение. Любое устройство, Android, либо это iPhone, человек сможет загрузить себе данное приложение и пользоваться. Скажите, а может быть есть какие-то проблемы по созданию и разработке этого приложения? Ну, пока доступна только браузерная версия сервиса. Не проблема, скажем так, а очень большие задачи сейчас организационные и самой разработки. То есть продукта еще нет как такового, да, цифровой платформы пока у нас нет. По России, конечно, есть аналоги. Аналоги есть. Вся Россия идет этим путем, понимая, что потребителю будет удобно и все озадачены разработкой данного продукта. Мы не отстаем и начинаем разрабатывать. То есть для самого вывода на пользование проблем как таковых нет. Просто надо решить задачи организационные, то есть все исполнители коммунальных услуг, все ресурсоснабжающие организации должны быть в данной системе. Это первый момент, самый главный. И техническое решение, оно должно быть с минимумом ошибок технических, чтобы было удобно. Очень много информации будет интегрироваться, то есть перемещаться от пользователя к платформе, от исполнителей к платформе, от банков к платформе. То есть все цифровые решения должны работать безупречно. Это мы должны обеспечить. На это уйдет некоторое время, конечно. А, например, управляющие компании или, скажем, ТСЖ могут присоединиться к этому серверу? 166 управляющих компаний уже начисляются в республиканском биллинговом центре. С данным предприятием у нас уже заключено соглашение. То есть эти организации автоматически дали согласие участия. Крупнейшие управляющие компании, такие как Прометей, Губинский, начисляют у себя тоже коммунальные услуги. Они тоже будут иметь возможность участвовать в проекте. Ресурсоснабжающие организации крупнейшие, Водоканал, Якутскэнерго, ГУП ЖКХ, Сахатранснефтегаз, тоже на основании заключенных соглашений могут будут выгружать нам данные о начислениях своего жилого фонда. Благодарю вас, Наталья Ильинична, за такую интересную беседу. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня в гостях у нас была Наталья Готовцева, заместитель министра ЖКХ и энергетики Республики Саха-Якутия. До встречи.